Этот коридор буквально пропитан волнительным ожиданием встречи с любимым инструментом. Более 40 музыкантов в предвкушении своей очереди. В первый день конкурса за звание лучшего соперничают гитаристы и пианисты. И хочется отметить высокую степень заинтересованности молодых исполнителей музыкой. По залу разносятся звуки композиций известных классиков Шопена, Бетховена, Гофмана, Гинзбурга. Выбор произведений, представленных на суд взыскательного жюри, оставался исключительно за конкурсантом. В этом весь смысл – исполнять только то, от чего поет душа. На фестивале своим талантом блеснули представители от каждой школы искусств республики. Играю на гитаре 2 года. Узнал о конкурсе 2 месяца назад. Готовился к нему. Что ты сегодня будешь исполнять? Я буду исполнять прелюдию, мимолетность и маленький испанский танец. Это самый ожидаемый для юных исполнителей конкурс. Ежегодно здесь собираются музыканты со всех уголков Ингушетии – Назрань, Сунжа, Карабулак, Малгобек. Эта площадка не только возможность продемонстрировать свой талант, но и возможность вдохновиться представленными навыками и умениями, извлечь максимум из конкуренции, а она здесь сильная. Но очень отрадно видеть тех, кто уже принимал участие, получал призовые места. И все-таки мы сегодня видим их вновь участниками нашего конкурса. И видим уже совершенно новые лица, это новые дети, которые тоже сегодня будут принимать в конкурсе участие. И я с большим удовольствием хочу пожелать им всем успехов, потому что это то, что радует нас, то, что радует наших педагогов, желание детей заниматься. Эта юная исполнительница занимается по специальности фортепиано уже 5 лет, совмещает занятиями по хореографии и при этом учится исключительно на 5. На конкурсе Дагмара представила детскую школу искусств в Сунжи. Я к конкурсу готовилась давно. Мне сказали о конкурсе недавно, но мы думали и ожидали этого конкурса. Шестиструнная гитара и нотки испанского романса. Юная Сабина коротает время ожидания с пользой. Свои навыки она продемонстрирует в номинации «Струнные инструменты». Девочка увлеклась музыкой 2 года назад. Признается, что поначалу было сложно, болели пальцы, но теперь уже не представляет себя без любимого инструмента. Я как-то в нашем городе выступала, а так за выездом впервые. Есть волнение, переживаю. Сопровождали участников их педагоги. Перед самым конкурсом переживали не меньше конкурсантов. Тем не менее, успевали поддержать и подбодрить своих воспитанников. Подготовка к конкурсу проходила под их тщательным контролем. У нас достаточно хорошие учащиеся, и контингент учащихся не слабый. И по вокалу, совсем недавно на всероссийских конкурсах и на мировых конкурсах наши дети заняли призовые места. 1, 2 и 3 места. Буквально в марте месяце проводились конкурсы в Москве, масштабного значения, международные конкурсы. И под руководством Барахоевой Любовь Ахмедовны, она педагог нашей школы, были представлены дети, которые заняли все призовые места. Родители проявляют свое участие не меньше преподавателей, болеют за свое чадо непосредственно из залов, в отличие от педагогов, которые ожидают конкурсантов в коридоре. Очень волновалась, потому что девочка в 2 классе учится, а играла за 4 класс. Поэтому, да, были волнения. Дети должны знать свою культуру, музыку. Дети должны быть разносторонне развиты. Не только в школе, но и и музыка, и все, что можно. Оценивает музыкальный конкурс жюри, в который вошли люди исключительно профессионалы. Эти 8 человек внесли большой вклад в воспитание и развитие творческих талантов Ингушетии. Их объективность еще ни разу не попадала под сомнение, возглавляет конкурсную комиссию председатель Фариза Шадыжева. Очень интересно. Дети подготовлены, с удовольствием играют. В этом году конкурс, мне кажется, более насыщенный. И с удовольствием хочется слушать этих детей. Во второй день конкурсной программы будут представлены 3 номинации – духовые инструменты, скрипка и народные инструменты.
В бой пойдут скрипачи, аккордеонисты и гармонисты, после чего определят победителей всех номинаций. Самые лучшие номера будут представлены на гала-концерте в Магасе. Диана Дударова, Зураб Гайтов, Новости 24.